453 я Филипповка, слышу вас на 5 баллов, проверка связи. Принял, проверка связи. До связи. 2017 год для сотрудников единой дежурной диспетчерской службы проходит в особо напряженной обстановке. Их работа ведется в круглосуточном режиме. На пульт 112 при самых разных ситуациях люди звонят в первую очередь. Кого-то покусали бродячие собаки, где-то произошел пожар, кто-то не может выбраться из снежного плена. Сотни звонков ежедневно и около половины из них ложные. Именно этот факт и является на сегодняшний день основной проблемой для диспетчеров. Если посмотреть статистику, в период за январь, с 1 января по 2 марта 2017 года ЕДДС поступило 10 428 звонков, из которых 3764 звонка ложные. Ложные звонки мешают работе диспетчеров, отвлекают от принятия срочных мер по экстренным обращениям жителей города, но также влияет на эмоциональное состояние дежурных диспетчеров. Вне зависимости от возраста звонящих, диспетчера не имеют права проигнорировать вызов. И ложные звонки, тем более в таком количестве, серьезно мешают работе экстренной службы. Поступил звонок на Коммунистическую 1, квартира 1. Горит квартира, было слышно, что балуются дети. Мы обязаны были отреагировать и отправили все службы 02, 03, 04. Каждый звонок, поступивший на пульт диспетчерской службы, записывается, а номера телефонов фиксируются в специальной базе. Как отмечают специалисты, большинство ложных вызовов поступает с телефонов без сим-карт. Длинные звонки, это значит без симок они, а без симок они могут на 112, это бесплатно дозванивать сюда и постоянно отвлекают от работы, особенно вот утром мы в Уфу отправляем все документы и поступают вот эти бесконечные звонки. В момент, когда линия занята очередным ложным вызовом, до так необходимой службы 112 могут не дозвониться люди, которым действительно требуется помощь. Ведь порой счет идет на секунду и решается вопрос жизни и смерти. Сотрудники экстренных служб призывают сибайцев провести разъяснительную беседу с детьми. Необходимо знать и то, что совершение ложных вызовов карается законом. Если подобные ситуации будут повторяться, специалистам придется принимать крайние меры реагирования. Данил Алибаев, Алик Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.